Селям алейкум. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 110-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте обязательно ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Это позволит нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Ну что ж, этот блок я бы хотела начать со следующих новостей из новооккупированных, временно оккупированных территорий, в частности, Херсонской области. Вчера, в так называемый День России, войска Российской Федерации, оккупанты планировали устроить провокационные обстрелы во время оккупированном Херсоне, во время массовых так называемых празднований, на которые пришло там порядка 20 человек. Об этом сообщает оперативное командование «Юг». Спикер Владислав Назаров сообщил, что на оккупированной территории Херсонской области россияне развернули программу празднования так называемого Дня России с торжествами и массовыми мероприятиями. С нами сейчас на прямой связи пані Юлія Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», правозахисниця. Пані Юлія, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум селям. Витаю. Ну что ж, очевидно, что российские оккупанты не оставляют попыток инкорпорировать оккупированную Херсонскую область в состав России. Уже туда неоднократно приезжали представители российского истеблишмента, там вице-премьер Хаснуллин приезжал, они там рубли уже начинают раздавать и вводить. Уже указ даже Путина был о выдаче, упрощенной форме выдачи российского гражданства гражданам Украины на этой территории. Что скажете, вот какие цели все-таки российских оккупантов, как они попытаются провернуть эту операцию, что это будет означать? Ну, как они провернуть эту операцию? Мне кажется, они сами до конца еще это не сформулировали. Почему? Потому что есть несколько сценариев. На самом деле, ну, во-первых, там не только представители российского истеблишмента приезжали, но и так называемые, ну, как бы российские ставленники крымские, да, и они как бы а-ля курируют, шефствуют, или как это можно назвать, над теми, кого Россия назначила в Херсоне, в Херсонской области. Вот, и поэтому там вопрос открытый. То есть это что это будет? Это будет такое а-ля присоединение к России и управление с Крымом, или Донецкая, Луганская область, или что-то отдельное, там Запорожская, Херсонская. Но на самом деле это же все зависит еще и от украинских ВСУ, и от той ситуации, которая сегодня разворачивается на юге Украины, на фронте. Вот. И очень разные же заявления. То они проводят какой-то референдум, да, то они не проводят какой-то референдум, то опрос какой-то проводят, то они уже выборы планируют осенью на временно оккупированных территориях Херсонской области. То есть там как бы мнения разнятся. И никаких точных дат, никакого точного сценария, по крайней мере, ну вот как-то озвученного нет. Единственное, что о чем это говорит? Это значит, они сами до сих пор до конца не понимают, что делать с этой территорией, что делать с этими людьми. То есть решение окончательного в Кремле по Херсонской области, и в частности по южной части материковой Украины, принято не было?
Мне кажется, что окончательно, может, оно и принято, но оно еще до конца не обнародуется. В Мгм. любом случае мы сейчас имеем такой гибридный вариант. Вы абсолютно правы. Вот это а-ля паспортизация, а-ля Донецкая, Луганская область. Это же изменения были внесены Путиным вот в указ, которым он как бы упрощает выдачу российских паспортов Луганской, Донецкой и Херсонской, значит, и другим областям, то есть временно оккупированным, новооккупированным территориям Украины. Потом это те же самые лекалы, рублевая зона, хотя не так там все просто, хотя рапортуют об этом. Потом это также такая а-ля интеграция в гуманитарной сфере, что я имею в виду несчастные учителя, которых там в Крыму хотят переучивать, значит, чтобы с 1 сентября все преподавали по русским этим стандартам и русским программам. Ну, и это как бы... И что, понимаете, как там еще происходит? Для чего Херсон нужен сегодня России? Ну, во-первых, Херсон и Херсонская область. Ну, во-первых, это стратегически важная точка для юга Украины вот в плане военной безопасности. Во-вторых, это вопросы, связанные с доступом к водным ресурсам там, для Северного Крыма. В-третьих, это то, что сейчас происходит в Херсонской области. Это, по сути, мародерство в массовом, огромном виде со стороны России. Ну, то есть скупаются продукты. Они даже зачастую не скупаются, они просто берутся очень часто, Мгм. да, вот, особенно в селах. И это все увозится, крадется, увозится дальше в Крым. Но картинка, которая создается при этом, пропагандистская российская картинка, что вот херсонцы ждали, значит, со страшной силой, чтобы их освободили от себя, да, от Украины, Ну да, очевидно. аж целых 15 человек вчера вышло на так называемые Безусловно. празднования. Да, но при этом это же показывается там синхронами по РТР, Мгм. там по прайм-тайм. Вот, то есть смешно очень называется власти Херсонщины или там власти Что за власти, кто их, значит, поставил, ну и так далее. То есть Россия создает действительно такую картинку, которая, как бы оправдывает последующую аннексию. Посмотрим, попытку аннексии, по крайней мере. В Херсонской области, возможно, других областей также. А как вы думаете, вот эти гауляйтеры, которых назначила Россия вот на эти так называемые свои оккупационные местные администрации, вот как это произошло? Как это вообще возможно? Это просто их купили или, возможно, это спецоперация, как, впрочем, это произошло в 2014 году в Крыму, была запланирована задолго? И с этими Ну, людьми, возможно, работали долго. Не, то, что с этими людьми работали долго и, может быть, там по другим каким-то делам, там, это мелкие сошки, да, то Мгм. есть это совершенно мелкие там какие-то сколки недобитые регионалы, там, которые имели свои экономические интересы, срощенные, в том числе и с криминальными различными составляющими. То есть, безусловно, с этими людьми работали. Потом их долго выискивали, искали тех, кто бы согласился на эти должности гауляйтеров и создавал дальше для России вот эту во внутреннем дискурсе такую легитимационную картинку, да, вот что вот кто-то что-то. То, что эти люди как бы не имели какого-то политического будущего, это факт, но они имели такое пророссийское политическое прошлое в Мгм. значительной степени. И я не могу сказать, что их растили именно для этого, да, то есть там выращивали, но ими просто как бы воспользовались. И я думаю, что дальше могут и поменять, и выкинуть за ненадобностью, да, если как бы взрастят какие-то свои местные кадры, скорее всего, так и может произойти. А как вы считаете, вот насколько все-таки вы как человек, который уже на протяжении последних 8 лет активно следит за тем, что происходит на территории временно оккупированного полуострова Крым и какие именно там применяются со стороны оккупационных властей репрессии в отношении крымстарского народа, граждан Украины, вот насколько это похоже вот на то, что происходит сейчас в Херсонской области? Нет ли у вас такого определенного чувства дежавю?
Есть, конечно, это безусловно, вы правы, это очень похоже. И это, по большому счету, если вот брать там 2014 год, это абсолютно страшные, вызывающие масштабы того, что происходит сегодня в Херсоне, в Херсонской области. И касаются они, ну, и крымских татар, и, безусловно, они касаются, ну, украинцев, политических украинцев. То есть известны случаи, об этом, ну, говорят и пишут также, это фиксируется, исчезновение людей. Мгм. Вот, и это, ну, носит, ну, достаточно массовый характер. Осуществляются военные преступления. Я не говорю, ну, как бы Херсонская область, там как бы вот та бесконтрольность российской армии, военные преступления по отношению к мирному населению, к гражданскому населению, особенно туда, ближе к зоне боевых действий. Ну, а если вот брать, мы уже это упоминали, вот эту, ну, такую, знаете, гуманитарную составляющую, то это как лекало, да, то есть рублевая зона, потом отрезание связи, ну, интернета и так далее, да, это невозможность нормально выехать из региона, да, по сути, с Херсонщины же ни одного гуманитарного зеленого коридора, такого легального, там, под эгидой международных организаций, ни в мае, ни в июне их же не было. То есть люди там могут на свой страх и риск там как-то проходить, да, ну, там были какие-то попытки в сторону Днепропетровской области, но это все чревато. А невозможность выехать, то есть люди могут фактически через вот эти, ну, фильтрационные, ну, по сути, лагеря, беседы, выехать через Крым. И дальше это очень сложный, очень дорогостоящий для них путь, если они хотят уехать сегодня с территории Херсонской области, и то это не все. Потом еще замена, вот смотри, образование. Ну, то же самое, что происходило в Крыму в 2014 году. Там, я думаю, топонимика. Ну, то есть вот все вот эти вот прелести русского мира и тех лекал, которые были использованы и в Крыму, в Донецкой и Луганской области на территории, ну, ОРДЛО, они сейчас в Херсоне применяются. Мгм. Ну вот если мы говорим про нарушение прав человека на новооккупированной Херсонской области, то какие факты нарушения этих прав вы и ваша организация уже успела зафиксировать? И как, собственно, происходит эта фиксация? Есть ли доступ к гражданам Украины, которые там продолжают оставаться, жить? Есть ли возможность с ними коммуницировать? Ну, это как бы достаточно сложно, потому что и связь очень плохая, время от времени, с кем-то есть, с кем-то нет, ну, как бы, но многие сами пишут, в том числе и об исчезновении людей. То есть те, кто смог уехать через Крым, потом, то есть они потом сами как бы могут делиться, ну, этой информацией. То есть как Ну, это а всё оккупанты все же, они просто рандомно выбирают людей и Ну, их вывозят? Или у них есть какие-то, возможно, списки, по ну, которым сложно. они... Была такая информация, что, безусловно, списки активистов, активных людей, людей, которые, ну, как бы известных людей в городе, да, ну, тех, кто имел, ну, как бы, там, какое-то отношение к образованию, кто занимал какую-то другую позицию. Безусловно, эти все списки есть. Поэтому это не так, чтобы очень, мягко говоря, рандомно. Это, в общем, ну, и целенаправленные действия. И это уже наблюдалось, ну, фактически с самого начала. Конец апреля, май, июнь. То есть вот есть, ну, случаи, которые, ну, уже документированы, это все фиксируется. По отношению к представителям самоуправления, которые, ну, как бы оказывают какое-то, ну, собственно, сопротивление, не идут на такую коллаборацию, да, то есть там тоже и исчезновение, и давление, и так далее. То, что очень сложно передавать действительно информацию из Херсона сегодня, из Херсонской области, из-за того, что они, в принципе, коммуникационно отрезаны. Это факт. Да, то есть это ограничение вообще какой-либо связи с миром и, ну, попытка такой капсулизации региона и создания для России там благостной картинки, которую они беспрерывно показывают. А то, что люди фактически один на один остаются с, ну, оккупационными силами, но это факт. Вот. И мы даже видим видео, масса же, ну, по сути, унижения и давления, да, когда там херсонцы перед камерой их заставляют там говорить что-то хорошее, там извиняться перед
не знаю, там России за что-то, да, то есть такие видео проскакивают в сеть. И по большому счету, я думаю, что это, ну, безусловно, это нарушение прав человека. Мы можем только себе представить, какое давление оказывалось на этих людей и какое унижение, ну, и, собственно, они переживают, и какие угрозы перед ними стоят. Да, и это только маленькая часть того, что мы знаем, но наверняка еще много того, чего мы не знаем и чего мы узнаем после деоккупации этого региона. Вместе с этим мародерство, да, то, чем занимаются сегодня оккупанты на этой территории, опустошают магазины, воруют, вывозят все на территорию оккупированного Крыма. А зачем? Они там что с этим делают? Они там продают? Они оборудовали какие-то рынки или что? Ну, с одной стороны, это мародерство в государственных масштабах, вот когда действительно вывозятся, да не продукты вывозятся, а просто зерно, сельскохозяйственная продукция, когда, по сути, людей принуждают за бесценок сдавать скот, который потом увозится дальше. Ну, это, если то, что касается зерна и больших каких-то сельскохозяйственных ну, компаний, то это мародерство в таких государственных масштабах российских. Ну и, безусловно, это такие индивидуальные случаи мародерства, когда там крадутся машины, туда засыпаются продукты, зерно, и они также вывозятся и продаются. Безусловно, ну, как любое мародерство, это способ обогащения. Но в данном случае ну, очень умиляет, когда в Херсон завозятся там продукты из Крыма, вот и при этом вывозятся, ну, грабятся, по сути, и области, и сам город, да, ну, те продукты, которые там есть. Ну, изначально выращены, за бесценок. Ну, иногда они покупаются, но это как бы просто даже не выжить на эти деньги. Ну, зерно ж они вывозят через Крым и продают в третьи страны. Да, то есть они конечно. еще и на этом зарабатывают. Только в Сирию, если я не ошибаюсь, российские власти продали зерна на больше, чем 40 миллионов долларов. Не, безусловно, вывозится зерно не только из Херсонской области, оно же вывозится также из вот тех частей неподконтрольных Николаевской области, Запорожской области, ну вот из тех сельскохозяйственных районов, то есть там ситуация приблизительно одна и та же, да, то есть вот то, как это происходит. То есть, безусловно, это краденое, ну, зерно, краденые сельскохозяйственные, ну, различные товары, продукты, они забираются, конечно, и продаются. Вот мы упомянули с вами Крым, я бы хотела зачитать следующее информационное сообщение. Военным не меняем. В Крыму на станции шиномонтажа отказались заменить колесо российским военным. Я попрошу наших режиссеров сейчас на экран вывести видео этого инцидента, как заявили Росстми. Организацию поменять на шиномонтажку колесо, короче, блядь. Тут такой разговор, что, блядь, военным не помогают, короче. Не бесплатно, за деньги, короче, все даем, но нам сказали, короче, военным не помогаем. Напомни, как адрес здесь называется. Вот, пацаны, вот такая помощь, вот такое спасибо, бля, за нашу работу. Привезли одно колесо, блядь, деньги, все даем, блядь. Ну, говорят, короче, ответ конкретный. Военным не ремонтируют. Поселок Видная улица, транспортная. Поехали, вон там сейчас. Ну, вот в поселке Видное произошел инцидент на станции шиномонтажа. Владелец, как мы, собственно, услышали, отказался помогать и менять, значит, шины российским военным. И он оказался проукраинских взглядов. Журналисты смогли найти страницу в соцсетях владельца СТО. И оказался житель Крыма Вилен Сейтасманов. Ну, что здесь сказать? Достойно уважения, это очень смело. Пани Юлия, что вы скажете? Ну, это более чем смело и действительно достойно уважения. Вот, ну, а по идее гражданский объект, он и не должен помогать военным там менять какие-то колеса. Если, ну, такое принуждение, ну, есть военная инфраструктура, да, оккупированная территория, ну, хотите, там меняйте себе, что хотите. Вот, но в данном случае тут очень важно следить, что будет с этим человеком. Вот, и это смелый, безусловно, смелый поступок, и надеюсь, что ну, как бы каких-то последствий, вот, поскольку это публично, что их не будет. Хотя, ну, вы же понимаете, что в этой ситуации... Да, что, к сожалению, маловероятно в нынешних реалиях.
Да. Поэтому сложно это все. Это действительно все очень сложно и только вызывает как бы, ну, такое действительно восхищение. То, что, ну, то, как ведут себя люди, то, что они делают, и то, чего они не делают на самом деле. Потому что иногда даже вот этот, ну, как бы, ну, протест не делая, не вступая, да, не реализуя там требования оккупантов, это тоже поступок. И мы тоже должны как бы это понимать. Вот мы с вами говорили про давление, про репрессии как на территории временно оккупированного полуострова, так и на новооккупированных территориях. У нас есть сегодня у правозащитных организаций какие-то механизмы влияния на те внутренние процессы, которые сейчас там происходят на оккупированных территориях? Что мы можем делать, к примеру, если сегодня целесообразно ли сегодня задействовать механизмы той же Крымской платформы, инаугурационный саммит, который прошел в прошлом году, в августе, потому что тема Крымской платформы в последнее время как-то канула в лету. Почему? Ну, я бы не сказала, что она совсем канула в лету, вот если, ну, как бы с последних ваших фраз отвечать на этот вопрос. Ну, ведется, ну, работа, коммуникация в рамках Крымской платформы, какая-то реакция, но просто нужно действительно осмыслить и подумать тем, кто проводит, да, вот эту деятельность, как, скажем так, какие месседжи тут могут быть и как это все можно позиционировать. Единственное, если говорить про правозащитные организации, как и в Крыму, так и на временно оккупированных территориях, ну, у нас нет какого-то очень эффективного такого меню влияния на то, что там происходит, безусловно. Но документация, как бы собирание этих данных, их фиксация для последующих судов, или это будет международный криминальный суд, или это будет трибунал, над которым сейчас работает Украина. Да. Вот эта идея трибунала, о которой, ну, собственно, говорится, и МЗС, и разные правозащитники об этом работают, или это будет там международный суд ООН, там, собственно, идут какие-то дела. То есть мы должны понимать, что это все не делается, ну, за один день, но готовить, собирать эту базу и доказательную базу, то есть, безусловно, необходимо. Ну, когда создавалась Крымская платформа, и мы очень активно обсуждали ее создание, деятельность, эффективность и так далее, мы понимали, что эта платформа создана для возвращения деоккупации Крыма и исключительная политика дипломатическим путем. Но сегодня, когда идет война, широкомасштабное наступление России в Украину, уже многие военные эксперты стали говорить о том, что, дойдя до административной границы с временно оккупированным Крымом, нецелесообразно было бы, имея военное преимущество, украинским вооруженным силам останавливаться. И если есть возможность деоккупировать Крым и идти вперед, то останавливаться не стоит, говорят многие. А что вы думаете по этому поводу? Ну, давайте как бы посмотрим на ту военно-политическую ситуацию, которая будет, ну, которую мы видим сегодня и которая будет разворачиваться в дальнейшем. Ну, безусловно, Крымская платформа, как вы уже упомянули, это такие политико-дипломатические механизмы. Но даже во время войны они тоже могут работать, собственно говоря. И сегодня нужно, ну, как бы поднимать вопросы об этом тоже, ну, очевидно говорится, да, про общую архитектуру безопасности, да, что после войны. Ну, Крым, тема Крыма, вот, по сути, с которой началась эта война 8 лет тому назад, да, то есть она же, мягко говоря, никуда не делась, вот, и, ну, безусловно, вот эта военная составляющая имеет место быть, вот, но также мы не должны еще и думать о вот следующих шагах, да, то есть как та справедливость будет восстановлена, какое место вот в архитектуре, ну, безопасности будет занимать вообще вот вся та ситуация, которая сложилась. Вот. И я не знаю, у меня нет готового, вот, ну, я думаю, что ни у кого его, собственно, нет готового ответа на вопрос, как будут развиваться в дальнейшем события. Почему? Потому что для этого мы должны действительно обладать и необходимым оружием, и армией, достаточно ли будет этого оружия, достаточно ли его сейчас, ведь ситуация, собственно, она, ну, очень непростая и на юге Украины, и на востоке Украины, вот, то есть, ну, идет война, вот, и война такая, ну, как бы позиционная, поэтому я думаю, что последующие сценарии, они в том числе решаются вот в ходе
в ходе этой войны. И тут действительно пишет ЗСУ в значительной степени, ну, как бы последующие шаги того, о чем мы будем говорить, и того, как будут, ну, безусловно, как будут развиваться события. Мы будем следить за тем, как развиваются события, будем продолжать обсуждать их в наших эфирах. Спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Дякую, слава Україні. Юлія Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», була з нами на прямому зв'язку. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский на глобальном форуме Американского еврейского комитета призвал помочь Украине наступательным оружием и санкциями против Российской Федерации, чтобы преодолеть российскую ненависть ко всему украинскому и человечеству в целом. Президент дал понять, что двигателем России в войне против Украины является ненависть. Он отметил, что 12 июня перечень погибших за время войны детей увеличился на 24 фамилии до 287 человек. В оккупированном Мариуполе же подтвердили смерть этих детей. Среди них младенцы Максим и Дарья, родившиеся в этом году и погибшие вместе с родителями под завалами дома, на который российские оккупанты бросили бомбу. А тем временем за первые 100 дней вторжения в Украину Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 98 миллиардов долларов. Основной покупатель – это страны Европейского Союза. Об этом пишет Центр по изучению энергетики и чистого воздуха. На ЕС пришелся 61% российского экспорта энергоносителей, что составило 60 миллиардов долларов. Основные страны-потребители – это Германия свыше 12 миллиардов долларов и Италия свыше 7 миллиардов. Главный импортер российской нефти и газа вне Европейского Союза – это Китай. Это порядка 12,6 миллиардов долларов. Премьер-министр Италии же Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Украину 16 июня. И наверняка эти вопросы также будут обсуждаться во время этого визита, так как Украина с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину настаивает на принятии более радикальных санкций со стороны стран Европейского Союза не только в отношении России, в частности, введение полного эмбарго на российские энергоносители, на российскую газ и на российскую нефть. По нефти, как известно, в 6-м пакете санкций Европейского Союза были введены определенные ограничения, а вот по поводу газа, к сожалению, и страны Европейского Союза мешкают и пока вводить подобное эмбарго не планируют, так как многие страны, включая Германию, Венгрию, Австрию, Голландию, блокируют и ветируют возможность введения полного эмбарго на российский газ. С нами сейчас на прямой связи следующий гость – це Михайло Жирохов, військовий експерт, історик. Пане Михайло, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Доброго дня. Ну что ж, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир еще больше, еще более активно помогать Украине, в частности, в вопросе предоставления нам тяжелого наступательного вооружения. Вот если мы говорим о том, что сейчас происходит на фронте, и о остроте необходимости нам вооружения, то какое это оружие сейчас нам больше всего необходимо и нужно? Ну, прежде всего, говоря о поставках оружия, нужно различать две вещи. Количество оружия, которое нам поставляют, и как быстро наша армия сможет подготовить необходимое количество экипажей. Потому что западные страны сейчас пошли по принципу того, что предоставляют только столько оружия, сколько есть подготовленных специалистов. А тут уже начинается проблема времени. То есть подготовка специалиста, она даже самого лучшего, даже самого мотивированного, она все равно требует не 2 недели точно.
Ну, а какое это вооружение, вот если мы говорим о том, что нам сейчас нужно, что мы требуем в первую очередь от наших западных партнеров и чего мы не получаем, к сожалению? Ну, говорить о том, что требуем, я не стал бы так. Мы просим, ну, мы пока в роли просящего. Нам нужно прежде всего это орудия артиллерийские, это реактивные системы залпового огня, это ПВО. Системы ПВО, которые могли бы полностью лишить Россию превосходства в воздухе. Но вопрос стоит в том, что их нужно очень много. Фронт около 2000 километров. И там 100-150 гаубиц, которые поставлены сейчас, они фактически не решают проблему перехода в контрнаступление. А вот РСЗО «Химарс», которые нам передали Соединенные Штаты Америки, это много или мало? Ну, мы не можем говорить, сколько их передали, потому что это информация, да, конечно, ограниченного доступа, но их передали всего, ну, по некоторым данным, как говорят западные специалисты, около 10 пусковых установок. Это для огромного фронта это очень и очень мало. Ну, сейчас мы видим, как наиболее ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины. Сейчас мы видим, как за Северодонецк идет очень жесткое сопротивление, очень жесткая война, которая проходит фактически на улицах, идут практически уличные бои. Как сообщают представители местной администрации, что более 70% этого города сейчас, к сожалению, контролируются российскими оккупантами. Как вы видите вот перспективу освобождения Северодонецка от российских оккупантов? Почему этот город имеет такое важное стратегическое значение как для нас, так и для вражеской стороны? Ну, к сожалению, я скажу непопулярную речь. Скорее всего, Северодонецк в ближайшее время мы потеряем. Почему? Потому что там все снабжение идет по мостам. И большая часть мостов ныне уже уничтожена россиянами. И сейчас стоит вопрос о начале эвакуации. Насколько быстро нам расскажут про то, что началась эвакуация, это вопрос лежит в политической сфере. Город Северодонецк имел и имеет значение только как временный областной центр Луганской области. Как с военной точки зрения его удержание представляется, скажем так, крайне сомнительным. Потому что география и общая конфигурация фронта, она не подразумевает долгое его удержание. Президент Украины Владимир Зеленский совсем недавно говорил о том, что исход боевых действий за Северодонецк в дальнейшем определит судьбу Донбасса. Определение судьбы Донбасса в целом может определить ход дальнейшей войны, которая сегодня есть в Украине. Это так? И почему? Я не вдаюсь под подробности политической оценки всех боевых действий. Я говорю с точки зрения человека, который немного понимает в военных вопросах. И понимая линию фронта, понимая того, как ситуация развивается в последние недели, то следующий этап — это будет оборона агломерации Славянск-Краматорск. Потому что именно Северодонецк, Лисичанск, там очень сложная логистика. И с военной точки зрения, я еще раз повторюсь, ее очень сложно удержать без больших потерь и без того, что вполне может оказаться та группировка, которая там в окружении. То есть никто бы не хотел повторения Мариуполя 2. Ну а что после этого, если предположить, что российские оккупанты возьмут Северодонецк, и украинские вооруженные силы тактически, скажем, будут вынуждены оттуда отступать? Куда дальше пойдут оккупанты и как тогда останавливать дальше врага?
А в стратегическом плане Северодонецк не представляет огромной ценности и свою функцию того, что он смог задержать продвижение противника, он уже выполнил. Сейчас нужно думать только о том, чтобы сохранить максимальное количество личного состава и техники для того, чтобы держать, я уже сказал, именно Славянск-Краматорск. И с военной точки зрения это вполне себе нормальное развитие событий. Но Сергей Гайдай недавно сообщал о том, что если Украина получит нужное наступательное вооружение, то сможет освободить Северодонецк за 2-3 дня. Это не так получается? Логистика подвоза снарядов, она совершенно не соответствует по одной дороге, которая простреливается, я имею в виду Лисичанск-Бахмут. А то количество снарядов, которое необходимо для того, чтобы отбросить от Северодонецка, кратчайшие сроки просто физически провести. Нет такой пропускной способности. Понимаете? Я понимаю политические заявления, и, в принципе, оно имеет место быть в течение войны. А эвакуацию сейчас в нынешних условиях, когда порядка 70% Северодонецка сейчас контролируется российскими оккупантами, это реальная эвакуация местных жителей? К сожалению, массовая эвакуация уже невозможна. Не так, буквально сегодня были сообщения, что и начались или идут переговоры о том, чтобы организация зеленого коридора местных жителей, которые находятся на территории бывшего химического завода «Азот». Вот таки мы понимаем, что зеленый коридор может быть только по договоренности с российским командой. О договоренностях с Россией говорить, в принципе, сложно, к сожалению. А как вы видите дальнейший ход войны за Донбасс? Мы видим, как российские оккупанты не оставляют попыток полностью оккупировать Донбасс и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Каковы шансы у российских оккупантов? Есть ли у них достаточное количество резервов живой силы для того, чтобы осуществить подобную спецоперацию, подобную операцию? И каковы шансы у вооруженных сил Украины полностью отодвинуть российских оккупантов на границе с Украиной и Россией? Вот сейчас происходит решающий момент в этой битве. Сейчас происходит оперативная пауза, и мы, и россияне стягивают дополнительные силы и средства для того, чтобы начать контрнаступление. Но вопрос в том, где какая сторона видит слабые стороны. Я имею в виду, что наступление может быть не только на Донбассе, но есть и Харьковская область, Запорожская, Херсонская область. Там, где наше командование решит, что силы противника минимальны и наступление будет иметь максимальный эффект, вот там и будет контрнаступление. Точно так же сейчас действуют россияне. К сожалению, стоит сказать, что сил и средств у них еще достаточно. Достаточно вспомнить, что российская армия — это 2 миллиона человек. И есть огромное количество оружия на складах, есть огромное количество снарядов, которые какое это оружие? в данный момент решают. Да, а какое это оружие? Это какое-то старое советское, как говорят многие военные эксперты, или что? То есть есть ли чем вооружать как раз эти 2 миллиона человек? Как раз сейчас они действуют концентрированно, и когда на участке фронта в 40 километров они делают превосходство в артиллерии в 20 раз, и неважно, что это устаревшая артиллерия, артиллерия вообще не менялась со времен Второй мировой войны, и менялась только система наведения, то есть сейчас наведение идет с помощью беспилотников, с помощью лазерных дальномеров, но само конструктивно орудия и снаряды, они не менялись. Поэтому говорить о том, что та или иное артиллерийское орудие устаревшее, я бы не стал. Сейчас превосходство на их стороне. И по поводу Беларуси еще несколько вопросов, потому что сейчас в последнее время
активизировался тезис относительно возможного наступления, очередного второго наступления на северную часть Украины, на Киев, именно со стороны Беларуси, и вероятность того, что Беларусь уже официально вступит в войну. Как вы оцениваете эту вероятность? Пойдет ли на это Александр Лукашенко? Для меня это животрепещущий вопрос, потому что я сам живу в Чернигове, и здесь это самая обсуждаемая тема. Очень много информации идет с приграничных территорий. К сожалению, эта информация говорит о том, что белорусские войска уже подготовились к какому-то наступательному, то есть к наступательной конфигурации уже сейчас. Однако в этой конфигурации они были и 24 февраля, и 24 марта, и 24 мая. И сейчас они в такой же конфигурации. То есть решение о начале войны Лукашенко еще не принял. И, скорее всего, он не примет, учитывая внутренние моменты. Он понимает, что его армия плохо подготовлена, имеет плохое вооружение и очень мало шансов в прямом столкновении с украинской армией. Поэтому все нынешние маневры, они рассчитаны прежде всего на Путина. И экономика Беларуси свидетельствует о том, что без кредитов, очередных кредитов Кремля, Белоруссия просто не выстоит. Ну, в таком случае как раз и можно сделать вывод, что Александр Лукашенко поступит именно так, как скажут в Кремле, как прикажет ему поступать Путин. Разве он автономный в принятии решения о вхождении или не вхождении в широкомасштабную конфронтацию с Украиной? Лукашенко очень хитрый политик. Он бы не продержался бы на своем месте столько лет. Вот и сейчас он пытается проскользнуть между каплями. Если мы вспомним еще до войны создание белорусского союзного государства, появление российских баз, то есть он вроде бы и не против создания союзного государства, но есть свои нюансы. Он бы вроде и не против российских баз, но баз этих до 22 года не было. И сейчас в открытую он говорит, что у нас российских баз нет. Поэтому он не прямолинейный, не настолько простой, как кажется со стороны. Ну да, просто мы видели, как лавировал Александр Лукашенко между там Россией и цивилизованным, скажем так, западным миром до того, как он сфальсифицировал выборы на территории Беларуси, и до этих всех протестов, которые там проходили. А после уже протестных акций и так далее складывается впечатление, что Александр Лукашенко уже не имеет какой-либо независимости и автономности от Кремля. Разве нет? Некоторые западные издания пишут о том, что Лукашенко уже начал сепаратные договоры, какие-то переговоры с Западом. Он пытается найти какую-то возможность для того, чтобы не быть полностью изгоем и иметь какой-то момент для того, чтобы для маневрирования, именно для политического маневрирования с Кремлем. Если предположить самый худший вариант развития событий, предположить, что Беларусь все же официально вступит в войну, сможем ли мы удержать северные границы? Абсолютно точно сможем. Максимальные оценки боеспособности белорусской армии — это 17 тысяч человек и 300 танков, при том, что есть не нулевая вероятность, что с Беларусью Запад будет разговаривать несколько по-иному, чем с Россией, у которой есть ядерное оружие. И поляки, и балтийские страны, ну, скажем прямо, могут сделать много неприятностей для пана Лукашенка. Дякую вам дуже, пане Михайло. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Украине! Михайло Жирохов, військовий експерт, історик, був з нами на прямому зв'язку по поводу возможного вступления Беларуси в конфронтацию,
высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который заявил, что Украина резервирует силы на случай полноценного вступления Беларуси в войну на стороне России, и выразил сомнение, что участие Беларуси в боях может быть длительным. Об этом он сказал в интервью белорусскому изданию «Зеркало», отвечая на вопрос, допускает ли он, что белорусские войска все же вторгнутся в Украину. Цитирую: «Мы предполагаем разные сценарии. Наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария, к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской. Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину». Конец цитаты, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. А пока мы ждем соединения следующего гостя, политолога, эксперта по международным отношениям, с которым мы поговорим подробнее о международной поддержке Украине, о том, достаточно ли эта поддержка. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам как по Вайберу, так и по Скайпу. Номера и адреса режиссера периодически выводят на ваши экраны. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваші вопроси, нам важен ваш голос. Максим Несвітайлов, політолог, експерт з міжнародних відносин, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Селям алейкум, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Доброго дня. Пане Максиме, если сегодня мы говорим о поддержке международного сообщества, с одной стороны, мы видим, как наши западные партнеры оказывают неимоверную консолидированную поддержку, помощь финансовую, политическую, дипломатическую, военно-техническую Украине, но с другой стороны, мы видим, как, к сожалению, ряд стран Европейского Союза ветируют принятие более радикальных санкций в отношении России, в частности, введение эмбарго на российский газ. Вот почему так происходит? Как нам вести переговоры, разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы, наконец, те поняли, что амбиции Путина вряд ли остановятся в Україні? Ну, насправді тут все достатньо просто. Ми можемо працювати політичними методами з тими країнами, які є економічно самодостатніми. Тобто ми можемо говорити про якісь дипломатичні домовленості всупереч економічним інтересам Сполученими Штатами Америки, з Великою Британією. Ми можемо говорити з такими країнами, які достатньо замкнуті з точки зору якоїсь там релігійної чи традиційної культурних цінностей, як, наприклад, Польща, незважаючи на те, що вони члени Європейського співтовариства, та тим не менш вони достатньо така самобутня країна в Європейському Союзі. Але нам потрібно шукати економічні аргументи для тих країн, які потрібно переконувати. На жаль, такі країни, як Угорщина, потрібно переконати. Тобто через ту систему, яка існує зараз, ми не можемо не врахувати їх позицію, санкції не можуть бути прийняті через те, що є ця позиція одностайності. Тому для Угорщини чи для Італії, яка також не в найкращому економічному стані, економічні фактори дуже важливі і саме якісь інструменти впливу важливі. Ми бачимо ту ж саму Францію, ми бачимо Німеччину. Ну, в Німеччині ситуація трохи інакша. В Німеччині ситуація більше пов'язана з тим, що, вочевидь, у Росії є якісь важелі впливу на безпосередньо політичні еліти Німеччини найвищого рівня, в тому числі Олафа Шольца. Ну вот, кстати, по поводу Олафа Шольца, 15 июня запланирован визит премьер-министра Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Французской республики Эммануэля Макрона в Киев. Точнее, 16 июня, ну, по крайней мере, об этом пишет итальянское издание «Ла Стампа», а некоторые французские медиа пишут, что Макрон приедет 15 июня, он пока варьируется дата, и тем не менее... Как вы оцениваете такой визит? Что он несет за собой? Что можно будет прочитать между строк?
Насправді, що цікаво, я, якщо чесно, очікував їх візити в першу хвилю набагато більше. Ну, коли ви пам'ятаєте, у нас висаджувався щодня цей зірковий десант з міжнародних дипломатів, керівників урядів і держав з різних країн. Тоді я очікував їх побачити, тому що це надавало дійсно великих очків політичних, це надавало електоральних очків, тому я, наприклад, Макрона очікував побачити між першим і другим туром під час виборів у Франції. Але я їх не дуже очікував побачити зараз, тому що вони знаходяться в жахливій для себе позиції. Шольц взагалі знаходиться за крок від того, щоб втратити канцлерську позицію, власне. І для них тут теплої ванни не буде. Я не певен, що вони мають якісь аргументи для того, щоб переконати Володимира Зеленського чи український народ з приводу того, що нам потрібно чимось поступити, щоб врятувати обличчя Путіна. Да, вот, кстати, вот это я и хотела спросить. Наверняка они захотят добиться какого-то успешного кейса, да, для того, чтобы прийти себе там в страну и ориентированным быть на свой электорат, показать, что вот мы там обеспечиваем мир и безопасность, мы там договорились о начале переговоров и так далее, что, в принципе, неоднократно артикулировалось их устами. Они там пытались подталкивать Украину каким-то переговорным процессом, к возможному даже Минск-3, я бы так это назвала. Вот есть ли у них шансы действительно? Я вважаю, що вони гадають, що в них є шанси. Так. Вони, мабуть, опираються на досвід грузинської кампанії. Там саме тоді ще, Саркозі. Якщо мені не підводить пам'ять, це був Ніколяс Саркозі. Саркозі, да. Ніколяс, ну, я точно не можу пригадати, ну і точно Ангела Меркель була. Тоді вони дуже сильно повпливали на те, що Грузія пішла на принизливі умови для себе в перемир'ї з Російською Федерацією. Мені здається, що вони вважають, що ну окей, на Путіна ми повпливати ніяк не можемо. Ну, тобто вони його бояться, вони просто бояться. Там, наприклад, Шольц боїться, бо у Путіна на нього компромат за корупційні справи з тих часів, коли він був міністром економіки Німеччини, а Макрон просто його боїться. Власне, і вони гадають, що щось якось на Зеленського натиснути вони ще там якось зможуть, домовитись, зіграти в дипломатичні ігри. Але, якщо чесно, не уявляю, як вони, припустимо, будуть пересуватися тим же містом. Чи вони поїдуть в Бучу, в Ірпінь, в Бородянку? Ну, вони не можуть не поїхати. Як на них будуть дивитись у них в країнах, якщо вони не відвідають ці місця? А якщо вони відвідають, якщо вони побачать цих людей, як вони їм будуть дивитись в очі і розповідати про те, що потрібно миритись з Путіним, про те, що не все так однозначно і треба чимось поступитись. Тобто, я, якщо чесно, правда, тобто зараз важко насправді робити якусь політичну аналітику, передбачати майбутнє, як це було раніше. Це нелогічно їм приїздити саме зараз, тому що якихось виграшних позицій вони не отримають. Єдиний варіант, що вони після того вийдуть і заявлять, що ми поставляємо десятки гаубиць, ми поставляємо системи реактивного залпового вогню, ми надаємо якусь фінансову допомогу, йдемо спільним фронтом нищити Путіна. Тоді вау! Це буде щось неймовірне. Але такого не трапиться, я так гадаю. Ну, там же, если я не ошибаюсь, за день до того, как они приедут в Украину, Европейская комиссия должна предоставить заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Может, это несет определенный символизм для визита? Там якраз через день. Мені видається, в цьому якраз і задумка, що вони приїздять за день до того, як буде оголошено це питання, щоб спробувати на цьому поторгуватись. Тобто оце їх головний важіль, козир, як вони вважають, приїхати і сказати, дивись, Володя, це я так гадаю, що... Ми дадим вам статус кандидата, договарюйтесь. Так. Кажуть, давайте ця частина України, яка залишилась, вона собі впевнено крокує в Європейський Союз. Ми обіцяємо все. От на цей раз ми вас точно не кинемо, точно Європейський Союз, точно. Такого, як у 2008 році, не буде. Все буде класно. Тільки, Херсонщина, наша то Херсонщина? Тут Європейський Союз. Але мені видається, що ця карта не буде зіграна, і
їх нічому не вчить життя, про це стане відомо, тому що Володимир Зеленський не з тих людей, які грають в ці підпільні ігри, він одразу це вивалює, цю інформацію, як це було з Макроном до того. В таком случае ничего нового, невероятного мы не услышим. Мы снова услышим о поддержке Украине, поддержке ее территориальной целостности, непризнании оккупации и так далее, верно? Так, я гадаю, що нам потрібно зараз все-таки більше дивитися на сторону іншого перспективного союзу, про який зараз багато говорять. Про нього говорили насправді до війни і почали його розробляти ще до того. Це з Великобританією, країнами Прибалтики, з Польщею, потенційно Туреччиною, потенційно Данією також. Насправді в цьому є більше перспектив. Нас споріднює більше якихось ідеологічних орієнтирів. Тому що, насправді, якщо копнути якусь неоднорідність в самій Європі і проаналізувати схожість ментальностей, схожість культурних класів, то Україна не так сильно відрізняється від Великобританії. Це може звучати дивно на перший погляд, але насправді це так. Україна дуже близька до Польщі якимись моментами, до тих же країн Балтії. Тому я гадаю, що у цього потенційного союзу набагато більше. Это военно-политический союз должен быть, верно? Так, воєнно-політичний, але там, де присутня воєнно-політична складова, там обов'язково десь поряд є і економічна, є і візові якісь моменти і так далі. Тому я гадаю, що у цього союзу є всі перспективи стати реальними. І дуже добре, що він актуалізувався саме зараз, напередодні цього розгляду. Тому що коли ляже карта про те, що схвалимо чи не схвалимо вас як кандидата на вступ до Європейського Союзу, ми можемо сказати, у нас є чудова альтернатива, яка дасть нам більше можливостей для розвитку в подальшому. Дякую. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чохсаглон, що в наше время підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава. Максим Несвітайлов, політолог, експерт з міжнародних відносин, був з нами на прямому зв'язку. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние актуальные новости, которые расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Традиционно к нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Не переключайтесь. Коршкенчик.